транспортировка пациентов, смена постельного белья. Иногда просто поговорить с пациентом гораздо улучшает его состояние здоровья. Казанская студентка Анна Макарова учится на медика и работает волонтером. Во время пандемии она на посту. Стараемся все свободное время оставлять на помощь пациентам, помощь медицинскому персоналу, помощь пожилым людям. Самая большая награда – видеть благодарные глаза людей, которым мы оказали всю возможную поддержку и помощь. Волонтерские центры с началом пандемии созданы во всех регионах страны. «Единая Россия» сразу же подставила плечо добровольцам. Многие партийцы вступили в ряды волонтеров. «Единая Россия» привлекла на борьбу с коронавирусом больше 100 тысяч человек и собрала $500 миллиарда рублей благотворительных пожертвований. За каждым таким решением, за каждой такой помощью стоит доброе дело и стоит решение чьей-то проблемы. Иногда, не побоюсь этого слова, и спасенная жизнь благодаря вовремя доставленным лекарствам или благодаря вовремя приехавшему врачу. Волонтерский центр Татарстана работает с начала пандемии до сегодняшнего дня. Выполнено более 20 тысяч заявок. В основном это доставка продуктов пожилым людям. Единороссы помогают поликлиникам и Минздраву республики. Покупаются машины, бензин, маски, антисептики. Такая инициатива, она показала, что безучастных практически нет. Люди понимают, что в трудной обстановке мы объединяемся и оказываем поддержку и помощь. У нас большие планы по развитию волонтерского движения. Одна из идей совсем недавно на форуме «Мы вместе» была поддержана нашим президентом. Речь идет об обязательном страховании волонтеров. Как подытожили, волонтеры стали локомотивом развития гражданского общества. Для их поощрения на федеральном и региональном уровне нужно разработать меры поддержки. Юлия Гоголева, Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Иннополис. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.